Уважаемые друзья, мы хотим начать наш мини-онлайн-семинар, где, собственно, мы давно хотели поговорить об одной книге, недавно вышедшей, но, как мне кажется, чересчур популяризированной, хотя мне, как историку, это, конечно, не может не импонировать. В чем суть? Книга называется «Татары Уфимского уезда». Вышла она совсем недавно, буквально в прошлом году, где отражены первые 4 переписи XVIII века. Но с чем связана эта публикация, в принципе, понятно. Коллеги поработали над ней, в принципе, в самой публикации ничего плохого не вижу, хоть она в преддверии переписи какие-то идеологические мотивы преследует, но тем не менее все равно мы, как историки, любой профессиональный историк скажет, что в принципе это нормально. Это нормально. Мы же хотим разобрать некоторые вопросы. То, о чем мы здесь будем говорить, в принципе, для любого историка, профессионала, они очевидны. Первое, на что, наверное, хотелось бы обратить внимание, это на то, почему в первых 4 ревизиях не указывались башкиры. Я, поскольку я не являюсь новистом на самом деле, но все же я взял на себя смелость, я посмотрел полное собрание законов, нашел все указы, которые выходили относительно этих переписей, и, в принципе, попытался показать, как они... Почему башкир не учитывали именно в этот период? Угу. Хорошо. Итак, первый указ, который вышел, указ Петра, это 1719 года, который говорит следующее. Учинить вновь генеральную ревизию, кроме астраханских и уфимских татар, и башкирцев, и сибирских, и осаждных иноверцев. То есть в данном случае запрещается переписывать башкир. Потом перепись проходит до 20-е годы, следующая перепись 40-е годы, и ее предваряет указ 1739 года, который, собственно, говорит следующее о том, что нельзя чинить перепись среди башкирцев. Вот, о нечинении переписи башкирцам. А почему нельзя было делать? Потому что это был все-таки любая цель любой ревизии, это, собственно, налогообложение, а здесь подразумевался подушевой налог. И башкиры воспринимали вот эти попытки посягательства на их права, вотчинные права. Все-таки язык это был неким таким маркером как раз вотчинного землевладения. Но через полгода выходит еще один указ в 1739 году, который говорит следующим. Но что офицеров, однако же, только в те места, где башкирцы сами такой переписи желают, то есть их можно переписать. Да, и офицерам накрепко заказать, чтобы при переписи башкирцам немалого озлобления не чинили. То есть понятно, что попытки переписать башкир, да, они вызывали достаточно нервную реакцию со стороны башкир. Кстати, вот господин Радик Исхаков, да, он говорит, якобы башкирова чисто такая социальная категория, башкирцы, да, в данном случае, да, которые вот просто не попадали по техническим причинам. На самом деле, вот здесь вот, такая очевидная формулировка. Если башкиры пожелают, то есть башкиры должны желать, чтобы их переписали. Это что? Это совсем не характерное поведение, так сказать, да, для сословия. То есть сословие учреждает государство. Сословие учреждено государством, и оно его должно как-то облагать. И здесь деваться некуда. Нравится, не нравится, хочет, не хочет, сословие, оно будет переписываться, понимаете? А тут, получается, у башкир еще спрашивают желание, вы хотите переписаться? Это получается, какое-то сословие получается. Но надо сказать о том, что по большому счету башкиры совпадали действительно с большой социальной категорией вотчинников. И тут Исхаков Радик еще одну промашку дает, он говорит, что это государственные земли. Но на самом деле это башкиры, по-моему, единственный народ, который владел вотчинами не государственными. Это были частновладельческие вотчины. Это совсем другая категория землевладения.
Некоторые краеведы, может, даже не сведущие, говорят, что вотчинник – это сословие. Ничего подобного. Это форма землевладения. Вот этот небольшой документ, небольшая фраза, она на самом деле очень много интересного нам раскрывает. И, в принципе, таких примеров можно, я думаю, найти массу. Потом следующая перепись, вновь она повторяет формулировку, что необходимо произвести перепись, кроме астраханских, уфимских татар, башкирцев и так далее. И, собственно, последующие переписи, например, 80-х годов, она просто повторяет те указы, которые были до этого. Здесь даже цитату я привел. «Мы и ныне те же самые правила и основания новой ревизии устанавливаем». Возможно, что-то здесь, какой-то указ пропущен, посвященный третьей ревизии, да? Но я думаю, новисты здесь меня исправят, и, может, какой-то здесь указ они дополнят. И надо сказать, что в целом вот это соотношение сословия, этноса, это, конечно, очень интересный вопрос, и подходить к нему нужно, но точно исключительно комплексно. Комплексно, то есть в данном случае здесь какая позиция, как хотят они представить. Якобы вот башкиры отсутствуют, а есть, фиксируются татары, якобы вот это и есть те самые этнические татары. На самом деле и в первой, и от первой, четвертой и последующей ревизии государство фиксирует социальные группы, и ясашные татары, и тептяри, это все социальные группы. Кто подразумевается под ними? Это немножко другая работа. И на самом деле среди служилых татар множество примеров, когда фигурировали также и башкиры на самом деле, этнические башкиры. То есть это надо учитывать, и это на самом деле немножко другой вопрос. На этом я бы хотел завершить свой небольшой доклад и хочу передать слово Рафилю.